дошла до нас весть, что на улице Московской, сейчас я вам все покажу, вот здесь, где находился кинотеатр Родина, помните, да, нашу любимую Родину, произошли значительные глобальные изменения. Сейчас мы сюда подъедем, посмотрим с вами, что же здесь изменилось. Изменилось то, что Родину все-таки доломали. Все, полностью. Здание разломано и, скорее всего, будет вывезено. Я почему-то до последнего надеялся, что все-таки здание Родины будет как-то, вот эта каменная ее часть будет как-то использована, может быть, при строительстве чего-то другого. И как бы фундамент и основа этого здания послужит кому-то в добрых, так сказать, намерениях. И кто-то восстановит это здание, построит, может быть, что-то другое, может быть, там музей, кинотеатр или что-либо, ну, что-нибудь связанное с искусством там. Да библиотеку, наконец, перенесли бы сюда какой-нибудь. Все, здание сломали и будет куда-то вывезено, видимо. Может быть, у кого-то послужит фундаментом эти каменные плиты, песок. Ляжет кому-нибудь фундамент в какой-нибудь супермаркет, магазин или какое-либо другое здание. Вот такие новости. Друзья мои, вторая неприятная новость, то, что наш город заволокло дымом. Еще утром сегодня ничего не было, все было хорошо, а сейчас смотрите, какая дымка. Город весь, даже не просматривается нижний, там, верхний поселок, даже близко не видно, видимость, ну, максимум метров, наверное, 350, не больше. Потому что вот отсюда шоссе Кирова буквально один квартал, и все, я их уже практически не вижу. Нижний поселок, верхний поселок вообще не видны. Видимо, где-то изменился ветер, подул в нашу сторону, и дым, гарь, все чувствуется очень сильно. Прямо вам скажу, першит горло, прям даже до такой степени. Если ситуация не будет изменяться, то даже не знаю, что нас ждет. Вообще в аэропорту стоит B250, или как он там называется, самолет. Вылетает он там, не вылетает, на тушение пожаров никто не знает. Если честно, никто за ним не следит. Но раз он стоит, значит, все-таки какая-то работа ведется. Пожары в Мирнинском районе, Сунтарском районе, короче, весь Вилюйский этот улус весь горит. Количество пожаров перевалило за 200, в общем, по Якутии. Тушат их, конечно, бригады авиалесоохраны и просто спасателей. Но что-то это, видимо, не очень эффективно. И последние дожди тоже особую пользу не принесли. Видимо, дождь прошел у нас только в городе, а за городом там так, пятнами. Поэтому потушить весь лес во всем невозможно. Так, ну что делать? Жизнь продолжается, нам нужно как-то и дальше работать. И мы едем. Забрался в самую высокую точку нашего города. Это улица Лесная, самый верх. Ну, думаю, сейчас я отсюда сниму город, как он в дыму, там весь в дымке стоит. А нет, не вышло. Здесь, конечно, самая высокая точка, но города не видно из-за того, что здесь все в деревьях. Здесь просто лес кругом. Все в лесу. Ну, сейчас, может быть, чуть пониже спущусь я к... Да, вот где деревьев, может, поменьше, что ли. Так. Отвалы там, конечно, вот уже видны, но это не то.
вот там геолога видна. Так. Сейчас мы практически подъезжаем к тому месту, откуда можно рассмотреть город. Да, мне там друзья пишут: купи себе микрофон, там петличку или еще что-то. Блин, друзья, ну как бы вот можно, но дело в том, что у меня на моей камере нет выхода на микрофон. Увы, но она мне не поможет. Я пытался, купил себе микрофончик, он у меня есть. Я его подключил к камере, там есть выход Type-C, который... А там, он, короче, он не реагирует на него. Он все равно пишет со встроенного микрофона камеры. Поэтому у кого GoPro-шка, можете не покупать себе микрофон. Вот сейчас мы на Интеровскую трассу сворачиваем. Здесь немножко все залили. Все залили водою. Город в дымке, карьер в дымке. Там вдали виднеются отвалы. Тоже их практически не видно. Вон автобус поехал на Интер. Бедные нефазы уже, блин, что они только не повидали. А ничего, живые, гоняют. Ездил вот немножко чуть по Интеровской трассе, чуть-чуть в сторону туда ихнюю отъезжал, там немножко кое-что заснимал. И просто вот сейчас для вас снимаю видео, чтобы видно было, насколько вот пасмурность в природе такая возникла из-за задымления от лесных пожаров. Кстати, МЧСовцы говорят, что пожары тушатся, работы ведутся в полном объеме, все задействованы все возможные силы. Поэтому вот некоторые товарищи выкладывают нам в различных соцсетях, распускают такую инфу, что якобы никто ничего не тушит, данные по пожарам занижаются. Я не знаю, насколько это правдивая, неправдивая информация, но во всяком случае пожары тушатся. Я не думаю, что это все так просто и все так просто делается. Я помню еще в советские времена, и батя мой ездил на тушение пожаров. Их привлекали с автобазы, как типа в командировку. Ну, понятно. Сейчас для этого существуют специальные службы, авиалесоохрана и так далее, плюс МЧС. Я думаю, что они справятся и потушат нам пожары. Они все равно, пожары, насколько я знаю, горят каждый год. И не обязательно это человеческих рук дело. Мало кто сейчас специально поджигает леса, дабы навредить, нам сказать, себе и нам тоже. Дело в том, что сейчас климат такой, что и сухие грозы в лесу, в природе происходят. И я думаю, что это, как правило, из-за них происходят загорания в лесных чащах. Вряд ли люди, которые вот постоянно охотники, там рыболовы, оставляют незатушенными пожары. Ну, бред какой-то. Тем более все прекрасно об этом уже знают. Никто в лесу и мусора-то лишний раз не выбросит. Я, во всяком случае, не знаю таких людей, которые бы приезжали и оставляли в лесу срач. Ну, разве что нерадивых строителей, которым лень, не лень, вернее, а жалко денег на то, чтобы вывести мусор на свалку. В свое время, как только появилась возможность вывозить мусор централизованно, заключать договора с местными организациями, я, например, сразу заключил договор и плачу денег, как положено, ежемесячно. Счета мне выставляют, мусор вывозится. Я не скажу, что у меня его там сильно много, но как только накапливается, звоню, приезжает мусорная машина. Вот другое дело, что вот у них машин не хватает и людей не хватает. А
в нашем регионе, допустим, в нашем городе, только одна организация имеет лицензию на вывоз мусора и на утилизацию твердых этих отходов. Как-то они вот странно, некачественно относятся к своим обязанностям. Ну, покупайте машины, мы же вам деньги платим. В чем причина, не могу понять. Выделяются средства на это дело, как бы должны хотя бы раз в год покупать новую мусорную эту машину. Ну ладно, это все лирика, отступление, как говорится, от темы. А мы едем дальше, у нас рабочий день, и мы продолжаем наши репортажи. А мы едем по свежевыложенному асфальту по улице 40 лет октября. Смотрите, вот проезжаем дома 42, 40, 38 и так далее по правой стороне. Слева у нас рынок Юбилейный, магазин Моника и тому подобные различные учреждения. С левой стороны, смотрите, вот рядом с Чайханой открылся магазин Алания. Кафе Алания. Вернее, он еще не открылся, но вот-вот, наверное, скоро. Целый год его что-то мурыжили, никак вот не могли запустить. И да и не запустили до сих пор. А свежий асфальт, смотрите, шикарный какой. Сейчас я вам получше стеклышко протру. Вот так вот. Так лучше видно? Видно, конечно. Скоро сделают разметочку. Наверное, такую же кривую, как на Комсомольской. А может и нет. Кафешки «Северное лето» работают, друзья мои, не закрылись. Солянка 24 часа также работает. Это столовка. Кто приезжает в город, гости столицы Алмазной, так сказать, не забывайте, что здесь на 40 лет октября можете зайти в любое время днем пообедать, позавтракать или даже поужинать. Это обыкновенная столовка. Кстати, готовят неплохо. Ну, для столовки, прямо я скажу вам, на 4 с плюсом, наверное. Черный асфальт. По нему ездить очень приятно. Он такой ровненький. Жалко, что он здесь заканчивается на перекрестке с Ленинградским проспектом. И мы едем дальше. С правой стороны магазин. Блин, название Аладдин, что ли? Торговый дом Холмс. Там можно купить чай, кофе, сигареты. И вот у 40 лет октября дом, блин, не помню номер его. Ну, короче, здесь была первая столовая. Еще раз возвращаюсь к этой теме. На этом месте стояла первая столовая. Очень-очень много комментариев, конечно, было по этому поводу. Но мы едем дальше. Вот они, остатки тех двухэтажек по улице Аюнского. Осталось, видимо, им недолго жить, потому что, я так понимаю, в планах именно к концу этого года от них избавиться и подготовить почву для аллеи. Не знаю, как это будет называться, аллея славы или еще что-то, или аллея алмазная аллея, короче говоря. Как-то ее назовут, может даже будет конкурсное название. И мы подъезжаем улица Амосова, 20, с правой стороны. Выезжаем на улицу Амосова. У нас сегодня есть задача такая: прикупить мороженого. Я, честно сказать, по городу что-то пошарился, мороженого нигде нету такого. Ну, нормального, чтобы оно не старое было, хоть более-менее. А там есть неплохое ленское мороженое. Вот если оно сейчас есть, я обязательно его возьму. Почему-то у нас в Мирном, наш мирнинский молокозавод, да, Мирмилк этот. Ух, нифига, котяра черный дорогу перебежал. Но мы не суеверные, мы не будем на него обращать внимание. Блин, 3 раза не моя зараза. Да, мы не суеверные. Друзья мои, едем. По поводу мороженого, да, в Мирном Мирмилк, тот самый, да, делает мороженое. Вот почему-то технология такова, что, ну, на самом деле его есть нельзя. Это просто какой-то замерзший снег. Как они это делают, я не знаю. Но вот я его перестал покупать, потому что перешел на ленское. Вот в ленске почему-то они не забывают положить туда сливки, там масло, может еще какие-то ингредиенты, которые придают мороженому вкус мороженого. Ну, я уже не говорю про те, которые с Новосибирска там привозят нам, или еще каких-то других регионов, там Красноярск, Иркутск. Там вроде все нормально с этим делом. А вот Мирный что-то подкачал. Хотя, я вам честно скажу, в Мирном никогда не умели делать мороженое.
видимо, и не умеют. Что-то я тут попал за каким-то учебным автомобилем Лада Гранта. И, видимо, обогнать мне его не удастся. Мы едем по улице 50 лет октября, справа район Голубых домов. И эта дорога ведет на третью фабрику. А мы потом пойдем вот сюда, в экспресс, за мороженком. Может, еще какие-нибудь фрукты, овощи там присмотрим. Вот так вот вы что-то притормозили мне присылать всякие разные видео со своих приусадебных хозяйств и так далее. То приходится мне самому отдуваться за вас. Вот такое короткое видео для вас сегодня снял, как меняются окна в квартирах. Но я думаю, все уже большая часть сталкивались с этой проблемкой, наверное, уже. Я впервые, чтобы вот в моей квартире происходил такой вот коллапс. Ну, мы постарались подготовиться к этому, конечно. Ну вот. Вот такие вот дела. А сегодня нам будут менять окошко, и мы посмотрим, что из этого получится. Смотрите, старые деревянные окна, они еще, может быть, и послужили бы еще. Тем более мы их делали с двойными стеклами. Здесь по два и здесь по два. Вот эти старые распашные. Видите, какие они все уже древние, потрескавшиеся. Ужас. Вот, деревянные, видите? Им уже, блин, ну не соврать, с 58-го года, наверное, они. Теперь у нас будут новые окна. Бардак, конечно, знатный, но зато какое красивое светлое окно. Вообще обалдеть. На все про все у нас ушло 2 часа, ну и где-то 20 минут, наверное, полностью вынести и вставить новое. Я бы никогда так не смог, если честно. Я пытался как-то всякие откосы там делать, вот это все красиво там замазывать. Вот так вот
Дело мастера боится. А это все подготовлено вот как раз к установке вот туда на кухне. Парень. Да, вот таким образом. Смотрите, какая толщина стены. Блин, сантиметров 80, наверное, если мне память не... Память, говорю, глаза не изменяют. Обалдеть. Ого-го. Блин, вот на этом держится наша батарея. Это что-то вообще, что-то с чем-то. Друзья, дождливые ночи прошли, наступили опять теплые летние деньки. Немножко хотя бы перестало пахнуть гарью и лесными пожарами. И это очень даже сильно радует. Друзья мои, повторяюсь еще раз, уже прошу вас присылать в новую рубрику свои короткие видео с домашними питомцами, с домашним хозяйством. Может быть, вы что-то посадили необычные, арбузы уже у кого-то там выросли, или дыни. Может, у кого-то персики зацвели, или еще какая-нибудь какое-нибудь интересное событие в жизни произошло. А может быть, просто кто-то вбил гвоздь в стенку и повесил красивую картину. А может быть, кто-то нарисовал эту картину и хочет со всеми поделиться своим прекрасным произведением искусства. Друзья мои, я с вами делюсь своим произведением искусства. Вот окна мне наконец пришел ставить мастер. И я хотел бы вам поделиться, как это все вот у него здорово получается. Какой он все-таки мастер и профессионал в своей работе. Потому что за 2,5 часа заменить полностью деревянное окно на пластиковое, это нужно, знаете, тоже иметь талант. Еще сделать все аккуратно, чтобы все открывалось, нигде ничего не перекосило, нигде не вылезла пена. И надеюсь, что и зимой тоже не будет нигде поддувать. И будет все очень хорошо. Друзья мои, смотрите, какая зелень шикарная. Все-таки лето есть лето. Жаль, что оно такое короткое у нас. Хочется максимально насладиться летней теплой жарой, искупаться в реке, в холодной водичке, заснять для вас самые интересные какие-нибудь сюжеты, что-нибудь очень-очень такое шикарное, интересное. А у нас сегодня рабочий день. Пока у меня там мастер последние штрихи, так сказать, заканчивает с окнами, я поехал, купил совочек и щетку, чтобы убрать остатки мусора. А сам в это время быстренько на работу смотался. Сейчас еще нужно в Авианорд, в наш любимый, съездить за грузом. Все сразу одновременно, все позвонили, всем все нужно, все везде вези, беги, короче, наливай. Я шучу, конечно. Сейчас заберу груз и полечу назад принимать работу. Все для вас сниму. Заменили мы 3 окна, представляете, сразу 3. Мы сначала хотели одно, потом, ну давай 2, там в зале, на кухне. Потом, да нафиг эту грязь уже развозить один раз. Как говорится, живем одного, меняем все. Поднакопили немножко деньжат и решили делать так уже делать. Поэтому сейчас вот последнее окошечко нам на кухне забабахают. И все. И будем жить как белые люди в Евросоюзе. Ну, Евроокна же. Вернее, ну компания другая, я не буду ее рекламировать. Не Евроокна, не Северные окна, а другая немножко компания, но тоже с неплохой репутацией. Мастер, я вам скажу, он работает в монтаже окон уже 11 лет. Во всяком случае, это с его слов так. В Мирном здесь работает 11 лет. Представляете, какой у него опыт. Я спросил, говорю, а ты как, допустим, где помощники, там туда-сюда? Он говорит, не-не-не, никаких помощников мне не надо. Он говорит, мне только мешаться здесь будет. Вот такая вот ерунда. Как и мастер в автомастерской, да, автослесарь, он тоже, как правило, работает один. Ему никто не нужен, никто не принеси, не подай, пошел нафиг, не мешай. Такое тоже не нужно. Вот так и здесь. Так, а мы подъезжаем к северо-восточной котельной, друзья мои. Солнышко. Смотрите, справа еще кто-то строится. Смотрите, какой огромный бокс. Панели там все уже завезли. Я думаю, что к концу лета уже соберут каркас. Не знаю, кто это, что это, строит какую-то базу. Но и в наше тяжелое время тоже люди растут. Все, вот он, Авианорд. Получаем. Друзья мои, технологии движутся нам навстречу. Во всем нам помогают.
Решили наши правители вызвать дожди в нашем районе и в Якутии, в тех районах, где не могут справиться с лесными пожарами. Блин, вот это, скорее всего, последствия вот этих технологий. Видите? Короче, прилетел к нам самолет Ан-26, что ли, какой-то специализированный, распыляет какой-то химикат в слоях атмосферы, где облака, и вызывают таким образом дожди. Вот интересно, это дождь химический или он настоящий. Вообще у нас по прогнозу дождик, конечно, стоял, но он, как правило, идет почему-то ночью. Вот днем нету, а ночью идет. И тут вот, смотрите, уже время почти 8 вечера. Вот тучки какие-то над городом стали. И пошел небольшой дождик. Капли, конечно, крупные, но так. Если стоять на одном месте, то не каждая капля еще на тебя и попадет. Это просто я сейчас еду на машине, и вот на стекло попадает много капелек. Посмотрим. Вон там вообще небо чистое, видите? Это вот я просто под тучкой еду, поэтому здесь есть дождь, а там его нету. Короче, дождик какой-то грибной. Для грибов, конечно, еще рановато. Ну, пусть он будет слепой дождик. Во, слепой, да. Что, не видишь, что дождь идет? Солнышко светит. О, арбузы. 75, да? О, хороший арбуз. Надо купить. 75 рублей. Что-то цены нету на огурчики. Бам-бам-бам. Что-то совсем. О, 180 рублей. 180 рублей. А вот огурчики 250 рублей. Помидорчики 200 рублей. Сельдерей. Цены. И квас, конечно же, надо купить. Квасяня 110 рублей. Яблочки 220 рублей. Все яблоки по... Они тут эти по 170 рублей. sayın ye